К тому же район относительно близок к горным районам. Чтобы сообщаться туда-сюда, осуществить перегон и так далее и тому подобное. Поэтому у нашей власти определенных структур во власти большой аппетит в Абаяртовском районе. По территории, занятой подгонным животноводством, в Ногайском районе больше площади. Около 600 тысяч гектаров там занято. 67% Ногайского. Но там нечего ловить. Это полупустыня уже. Кроме того, в Ногайском районе нету уже определенных поселений, как в Абаяртовском районе. Вот справка самих отгонников. Вот у меня. Ихняя подпись, ихняя печать. Там разнятся вот число поселений, стихийно образованных поселений на нашей территории. Вот по этой справке 114 поселений в Абаяртовском районе. Абсолютно говорю, там разнятся числа. Да, там все время, я не знаю, заблудилось в трех остах, как говорится. Что, нельзя посчитать конкретно, что ли? Это же поселение. Преднамеренно искажают. И вот прямо название поселений, национальный состав каждого поселения, они сами подписали, их печатки есть, управление органов животноводства. Занимаемая площадь 226 тысяч гектаров занята землями органов животноводства на территории Абаяртовского административного района. Это огромная площадь. Вот. И, конечно, сейчас поставлен вопрос о придании статуса этому поселению. Это первый этап этой программы. Дальше будет больше, конечно. Вот статус дали. Статус вот по кругу, где поселение, или же еще запас земли дадут кругом. Конечно, запасом дадут. Это понятно. Вот если поселение занимает там 15 гектаров, а статус дадут на 30 гектаров. Опять наплыв с гор, переселение на оставшиеся 15 гектаров. Эта тенденция такая пойдет. Будьте уверены. Поэтому мы должны позитивные меры какие-то вот принимать. Это наше сегодняшнее мероприятие, она должна быть очень полезна. Я в этом уверен. Вот. Меры принимать. Статус дадут. Дальше что? Вот есть такой проект. Многие поселения, вот это стихийно образованное поселение жителей, даже руководство некоторых районов хотят, чтобы это поселение вошли в состав Абаяртовского района. А чем это нам грозит, абсолютно уже сказал. Об этом не буду говорить и продолжать этот разговор. Вот мы должны найти другие подходы тоже. Мы должны немного рассмотреть, поднимать историю. На территории Абаяртовского района, в момент образования района в 1929 году, было 77 поселений. 77 поселений. На сегодня у нас 19 поселений на территории района. Но в 1929 году район владел всей территорией, административной территорией района. Да? Вот из этих 77 поселений на сегодня более 40 поселений местных жителей уже в руках обгонных, жителей обгонного. Это прямая аннексия. Вынуждали людей переселиться в другие более-менее большие крупные населенные пункты без всякой помощи. А когда не оказывается помощь по международным законам, есть декларация о правах коренных народов, там, прав человека и так далее, я могу это тоже зачитать статьи где-то декларации, хотя Россия не приняла, не ратифицировала декларацию о правах коренных народов. Но это международный закон. Вот. Наших жителей переселяли другие, они там жили, землянка, у родственников, пока обстроится, пока построит дом, потеряли свои поселения, селения. Город чем-то поселений у нас потерян таким образом. Другие, значит, пришли упадок, они брошенные остались. Вот. Вот это примеры надо показать.
А когда переселяли с Каска Бабаяртовского района по организованному переселению, там 4 селения у нас, которые входят в наш район. Уцемлен, половина Алматурта, Советская и Новая Пора. Им построили дома. Гукумат построил дома, их переселили. А наших разброс. Идите, где хотите, живите. Вот эта история. Никогда ни при Советском Союзе, ни при Сталине никогда не были такие законы, чтобы насильно аннексировать жилье, имущество, землю и передать кому-то. Не пользу государству. Кому-то. Вот у нас должны быть и такие подходы в истории. Вот кроме того, мы должны, вот, там несколько законов не может быть, да? Для Ногайского района, а где там устроят, Бабарюка, другие, да? Один закон будет измененный, а остаток земель отдельным законом. Поэтому вот мы должны были совместно работать и представителями Ногайского района. Но в Ногайском районе, я уже говорил, они вошли в состав Республики Дагестан в 1952 году, там населения нету, там у нас Бабарюк. И кроме того, Бабарюк это лакомый кусок. Я на предыдущем совещании, вот когда у нас было совещание, говорил, если мы дойдем до того, что будет делиться вот это, район нашим осталось всего 50 тысяч гектаров, 226 тысяч гектаров за охотников, там где-то 78 тысяч гектаров, это озера, там лесной фонд и так далее. Вот. Если дойдет до того, что будет большая дележка территории района, я предлагаю, вот наш малоземельный Каякенский район, народ очень трудолюбивый, Каякенский район, они приходят у нас только и бахчу, а вот тогда работают. Фонд выделяет и нашим населению, умскому населению, скажем, жителям Каякенского района, других районов, там земли, пусть там будет кутаны Каякенского района. Территория большая, гуляй реки. Так или не так? На одного жителя отгонного животноводства, вот здесь есть примеры, вот в табличной форме, сами они подтвердили, я еще раз говорю, печатки, подписи. Приходится от 20 до 30 гектаров земли, а нам 50 тысяч сейчас населения Бабаяртовского района, ну, условно говоря, 46 тысяч там все будут, даже гектар не приходится. Коренному жителю не приходится даже гектар, а пришедшему, у которого еще родина в горах, там тоже есть и земли, и так далее, и тому подобное, приходится от 20 до 30 гектаров. Вот население, к примеру говоря, Лакского района, которые поселились, значит, на землях отгонного животноводства на территории Бабаяртовского района, 72 тысячи гектаров, Лакский район. Население 2,5 тысячи человек. Что это? Порядок, что ли? Как это понимать вообще? Так, а эти цифры будем приводить до... Вот мы, поэтому, мы, тому же, еще один вопрос. Мы свои программы, свои требования, на прагматичной основе, чтобы это понравилось власти, федеральной власти. Потому что вот этим вопросом, бесконтрольным пользованием отжженных земель, отжженных животноводства, нарушает налоговый кодекс и так далее, там подобное.